В этот период в театре Тинчурина не было главного режиссера. Директор театра Тинчурина Роберт Шерджанович Абульмамбетов подошел к министру Марселю Мазгаровичу и сказал, что я хочу работать с этим человеком, на что тут ему, насколько я знаю, опять же, по легендам, я не присутствовал лично при этом разговоре, что он слишком молод. Тогда мне было 28 лет. Ну, говорит, я беру всю ответственность на себя. Ну и, в общем, в качестве эксперимента меня тогда назначили главным режиссером этого театра. Здравствуйте, уважаемые телезрители и сянмисис. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, заслуженный артист Российской Федерации, главный режиссер нашего любимого театра имени Тинчурина. Встречаем Рашид Мамагалевич Загидуллин. И сянмисис. Много актеров вашего театра были на этой кухне, и мы рады, что наконец-то и вы добрались до нас. Вам спасибо, что пригласили. Я приглашаю вас на последнюю премьеру нашего спектакля. Она так и называется «Последняя пьеса» по инсценировке Карима Тинчурина. Соңғы әсәр. «Соңғы әсәр», Вот эта пьеса выпущена специально к 130-летию Карима Тинчурина, как и этот прекрасный альбом. Уникальность этого альбома заключается в том, что здесь перечислены все пьесы Тинчурина, которые когда-либо ставились на национальных сценах нашей страны. Бигзуль Ахмед, большое спасибо. Обязательно придем всей нашей съемочной группой на этот спектакль. Но это кому? Это вам. Откуда? Это вам. Как же кухня без самовара и как татары без чая? Это невозможно, поэтому это все вам. Браво, браво. Вот что значит главный режиссер. Главные-то подарки, оказывается, были у вас. Спасибо большое. Рашид Мулагалиевич Загидуллин, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный деятель Республики Татарстан, профессор Казанского государственного университета культуры и искусств, главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Родился в городе Губаха, Пермской области. После окончания школы поступил в Казанское театральное училище, факультет актерского мастерства. В 1989 году поступил на режиссерский факультет театрального училища имени Щукина. В 1993 году назначен главным режиссером Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, в котором работает и по сей день. Поставил около 60 спектаклей. Многие постановки режиссера отмечены высокими наградами на различных республиканских и международных театральных фестивалях. Рашид Мулагалиевич с 1993 года занимается и педагогической деятельностью. Преподает мастерство актера студентам национальной студии при Казанской государственной академии культуры и искусств и в Казанском театральном училище. Рашид Мулагалевич, я предлагаю сразу распределить обязанности. Вы на нашей кухне так и остаетесь главный режиссер. Все нормально. Я помощник. Поэтому расскажите, что готовим и что надо делать. Ну, для начала мы приготовим первое. Это суп с полбой. Традиционный, сытный супчик такой. Из говядины, да? Из говядины, да. Второе будет жаркое. В общем, оба блюда настоящие татарские. И тен беренгинан с мяса картошки. Поэтому, опять-таки, по вашему указанию, я уже приготовил говяжий бульончик. Мы его отварили, процедили. Спасибо Он у нас большое. вот в таком замечательном чугунке. Вот это мясо, кстати, уже. Здесь у нас свежее мясо и картошечка. Начнем с супчика. Так, что мы? Пока он на медленном огне у меня стоит. Ну и пусть пока он так медленно томится. А мы сейчас начнем с морковки, наверное, все-таки для начала. Так. Морковка и картошечка мы подготовим. Так, Это давайте я бульон картофель готов. буду резать. Хорошо. Как мы резаем? Кубики, квадратики? Давайте мы ее все-таки полосочками нарежем, так полосочками, вкуснее да? будет. Потом мы мясо еще таким же образом не нарежем, а нарвем полосочками туда закинем. Будет и красиво, и вкусно. Насчет красиво не знаю, но вкусно точно. Вот, Так, а приступаем. Я пока займусь морковкой. Рашид Мулагалевич, скажите, пожалуйста, нашим зрителям и мне, часто ли вы вот так вот с вдохновением приходите на кухню и начинаете готовить для близких или лично для себя? Нет, не так часто. У меня, к моему великому счастью, моя супруга великолепно готовит, и мне приходится только приходить и подъедать до последней крошки все то, что она мне приготовит, потому что она на самом деле очень вкусно готовит, и это она научилась у своей мамы, народной артистки Шахсана Маргимбековна, она тоже великолепно готовила. Так, а я готовлю, если готовлю, то, знаете, так, больше летом, возле костра, шашлык. Хорошо, блюда вот те, которые вы любите, те, которые у вас вызывают аппетит, вот чем вас можно удивить и порадовать? Ну, все простое, мясное, картофельное, как сейчас. То есть, как у настоящего татарина, как я говорил, самое главное, если есть мясо и картошку, то это уже заведомо вкусно. Ну, в общем, да. Достаточно этого? Хватит морковки. Это в суп. Да. Давайте отправим. Да-да-да, она пораньше, она дольше варится, поэтому ее туда.
Какие вообще ингредиенты будут у нашего супа? У супчика все очень просто на самом деле. Картошка, лук и мясо потом мы еще надо. Ну и полбу мы покладем чуть-чуть попозже. Будет полба, кстати, мы ее немного замочили Замочили, водой, да, чтобы это она быстрее правильно. приготовилась. Так, ну вы можете помочь мне с картошечкой. Картошечки, да, надо еще чуть-чуть. Да, я думаю, надо. Вернемся на много-много лет назад в Пермский край, где появился на свет Рашид Мулгалиевич. Сколько себя помню, я родился в тайге, потому что отец уехал туда в свое время по комсомольской путевке, потом вернулся, женился, увез туда маму, и уже появились мы там. А они оба из Балтасинского района. То есть они тоже наши татарстанские. Естественно. Хорошо. Как вообще получилось так, что вы приехали в Казань, не остались, хотя вам там нравилось, переехали в Казань и поступили на театральный? Ну, потому что там не было театрального заведения. Вот, я об этом. То есть все-таки мечта стать актером и работать в театре была с детства. Ну, насколько я себя помню, меня с детства все называли артист, потому что я участвовал во всех этих самодеятельных мероприятиях, которые проводились у нас тогда. Громко пел в хоре, потом занимался хореографией очень долго, на протяжении 7 лет практически. Ну, то есть, чем только это не занимался, у нас было хорошее такое комсомольское активное, пионерское активное детство. Вот. Ну и, соответственно, нужно было куда-то ехать поступать. Родители сказали, давай вначале в Казань. Я приехал в Казанское театральное училище и поступил на курс Маслова и Иванова. Были такие замечательные артисты в Качаловском театре, они набирали курс, отучился у них ровно год и ушел служить в нашу Советскую армию. Советскую армию. Служил я в Москве, отслужил 2 года, как положено. Вернулся в Казань уже на курс Юнона Ильиничны Каревой и Вадима Валентиновича Кешнера. То есть у меня педагоги очень хорошие, сильные, мощные. С ними я уже доучился до 4 курса. И потом я был принят на работу вместе с Жамилей, супругой своей, в театр юного зрителя наш казанский. Где проработали ведь тоже недолго. 5 лет. И поступил в Щукинский институт на режиссуру, на курс Симонова Евгения Рубиновича. Но мы про Москву сейчас отдельно поговорим. Вот что мы делаем сейчас про блюдо? Картошечку кладем. Картошку, да? Давайте перекладываем вместе, помогайте. Давай. Прибавим огня. Так. Вот. Пока супчик у нас готовится, Да. осталось потом добавить у нас полбу и лучок, можем порезать мясо. Мясо нужно мерить мелко. Давайте половинку вам, половинку мне. Продолжаем наш разговор. Рашид Мулгалиевич, вот желание поехать в Москву лично ваше было? Или кто-то подсказал? Рашид, давай в Москву, это тебе пригодится, будем ждать в Казани. Нет, о том, что я хочу продолжить обучение в качестве режиссера, оно родилось у меня уже, когда я учился актерскому мастерству у Юнона Ильиничны Каревой и Вадима Валентиновича. Более того, они мне на 4 курсе позволили сделать дипломную работу в качестве режиссера-постановщика. И спектакль «Плюшевая обезьянка в детской кроватке» по пьесе Марианны Яблонской была поставлена мною в качестве одного из дипломных показов. Затем, уже работая в ТЮЗе, Борис Ильич Цейдлин как-то пригласил меня, сказал, ты же вроде как бы режиссером хотел быть, давай попробуй, и предложил мне поставить сказку. И первая сказка была «Заячье сердце». Дай бог памяти, но она, по-моему, шла лет 20 на сцене. После этого я поступил на режиссуру в Москву. Кстати, желание остаться затем в Москве попробовать свои силы было оно? Знаете, на самом деле таких мыслей не было. В то время желание остаться в Москве особо не возникало, потому что это были очень голодные и холодные времена. Это был конец 80-х, начало 90-х лет. Здесь все-таки была какая-то определенная стабильность, здесь была семья. Мы уже были женаты к этому времени. И у Джамили очень хорошо складывалась карьера актерская. Вначале в Казанском ТЮЗе, а потом в театре имени Тинчурина. Мы совсем забыли, нам надо казанок поставить. Так. Налить масло. Казан для второго блюда. Да, и слегка раскалить его вместе с маслом. Все-таки хочется сегодня побольше поговорить о нашем любимом театре Тинчурина. С театра юного зрителя, как вы оказались именно там? Ну, это была очень интересная история. Директор театра Тинчурина того периода, покойный Роберт Шаджанович Абульмамбетов, очень сильно мучился от отсутствия молодой режиссуры, будем говорить так. И ему кто-то сказал, что вот у Джамили же есть супруг, который учится, дайте ему что-нибудь поставить. И они меня пригласили
в 92 году поставить спектакль. И тогда у меня началось знакомство именно с Каримом Тинчуриным. К этому времени, к сожалению, у них не было в репертуаре ни одной пьесы Карима Тинчурина. Я сказал, а давайте я вам поставлю комедию «Не обманешь, не проживешь». В оригинале у Карима Тинчурина она называется «Юсуф и Зулейха». Поставили, была замечательная команда. Очень весело работали, очень интересно. И, как сейчас помню, мы 27 декабря 92 года выпустили этот спектакль. Он очень долго шел. И я поставил, сказали друг другу спасибо, разошлись. А у Роберта Шаржановича возникло желание пойти с инициативой для того, чтобы меня назначили. В этот период в театре Тинчурина не было главного режиссера. И он подошел к министру Марселю Мазгаровичу и сказал, что я хочу работать с этим человеком. На что тут ему, насколько я знаю, опять же, по легендам, я не присутствовал лично при этом разговоре, что он слишком молод. Тогда мне было 28 лет. Ну, говорит, я беру всю ответственность на себя. Ну и, в общем, в качестве эксперимента меня тогда назначили главным режиссером этого театра. Так, мясо у нас готово. Сковорода раскалена. Вот замечательно. Сейчас мы положим туда мясо и слегка его обжарим. Ах, красиво. Ах. Да, поменьше. Так, сейчас мы тщательно обжарим мясо. Что у нас еще по действиям? Сейчас мы берем, нарежем морковку срочно, пока у нас обязательно. Кстати, и еще лучок. И лук туда Так, и туда. Давайте лук буду резать я. Хорошо. Мелко режем лук? Да. Так, нам еще надо в суп положить сейчас крупу. Так, добавляем полбу. Да. И туда сверху в последнюю очередь положим лук. Ну, а возвращаясь к своей учебе, на защите диплома по пьесе Карима Тинчурина, после показа Владимир Александрович Этуш, который был председателем комиссии дипломной, сказал такую фразу: а когда расстреляли автора этой пьесы? Я сказал, что в 1938-м. Говорит, а почему так поздно? Его за одну эту пьесу можно. А пьеса была написана в 18-м. За эту пьесу уже можно было расстрелять. То есть я тогда впервые на самом деле ощутил весь трагизм личности Карима Тинчурина. То есть я для себя его сравниваю, ну, наверное, с точки зрения театрального комедиографа, это Николай Эрдман в российской драматургии. Кстати, вот его автобиографическая повесть, последняя пьеса, по которой мы поставили спектакль, на самом деле тем и уникальна, что в ней, в общем-то, Карим Тинчурин рассказывает сам о себе. Так, нам сейчас надо... Морковку к мясу? Морковку к мясу, да. Так, прошу. Морковку к мясу, потому что она у нас твердая. Вот, лук мы добавляем в суп, а сюда чуть попозже лук. Вы оставьте половину. То есть лука. половину на суп, Да, половину на второй. Да. Так, мы добавляем лучок в суп, остатки лука у нас уйдут на второе блюдо. Накрываем крышечкой, и наш суп практически готов. Да. Все остальные нюансы приготовления обоих наших блюд после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». И мы сегодня готовим настоящие вкусные татарские блюда из картошки и мяса вместе с главным режиссером театра имени Тинчурина Рашидом Мулгалеевичем Загидуллиным. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Итак, Рашид Мулгалеевич, супчик у нас практически готов. Вот что делаем со вторым блюдом? Сейчас мы кладем туда лук. Здесь у нас говядина вместе с морковкой. Так, лучок весь туда. Да. Теперь Далее. мы чуть-чуть добавляем туда. Что за специи? Это у нас базилик. Базилик. Сушеный. Да, по аромату чувствуется. И вторая специя? Чуть-чуть куркумы. Сейчас еще про соль скажу. Все-таки есть секреты этого блюда, потому что куркума, она же не везде используется. Это меня турецкие друзья научили. Так, И чуть-чуть соли. Да? так, давайте соль тоже вы. Чтобы да, ответственным за соль и за специи был один человек. Руку не меняем. Да. Перчик немножко, да? Так, сейчас мы порежем картошку. Это накрываем, да? Нет, водички. Надо Вот стакан водички есть? Да. Полностью? Да. Стакан кипяченой воды. И И закрываем. Теперь пусть оно тушится. на медленном огне. И продолжаем нашу беседу. В 93-м году назначают вас на должность главного режиссера. И вы, наверное, берете бразды правления театра в свои руки, начинаете водить свои порядки, да? Набираете новых актеров. Ну, не так-то, как бы хотелось. Труппа была уже укомплектована, и, в принципе, новых артистов тогда еще неоткуда было брать. Сложности были на самом деле с выбором репертуара в тот период. Поэтому у меня возникла идея поставить нечто большое, чтобы охватить всю труппу, чтобы со всеми одновременно поработать и каждого из них узнать в деле. И тогда
мне принесли инсценировку романа Нурихана Фаттаха «Пока течет река Итиль». Это огромное историческое полотно. Я думаю, что каждый уважающий себя татарин знаком с этим произведением. И мы начали репетировать. Это была историческая трагедия, драма. Это период становления Булгарского ханства. Тогда я, помнится, организовал поездку на территорию современных Булгар. Там не так было красиво, как сейчас. А тогда это все было заброшено, в запустении. Но для того, чтобы проникнуться самим местом, тогда мы совершили этот своего рода паломничество, прежде чем приступить к этой работе. Мы начали репетировать, и в один прекрасный день автор произведения, великий Нурихан Фаттах, сообщает в письменном виде о том, что он категорически запрещает, чтобы мы ставили в нашем театре инсценировку по его роману. Это была катастрофа, потому что производственный процесс шел вовсю уже. Костюмы были очень дорогие. Декораций как таковых в принципе не было. Это было как раз тоже эксперимент. Было открытое пространство, черный кабинет, и там 3 паруса с колосников свисало, шелковых, и все, не более того. Что делать? Вначале директор попытался с ним поговорить, он ни в какую. Потом мы стали отправлять к нему посланцев, которые его знали, которые с ним дружили, которые убеждали его в том, что давай, разреши, почему ты запретил. Мало того, он даже не объяснял, вот не хочу и все. В конечном итоге мне дали его телефон, взяла телефон его супруга Руфина Ханум, и я сказал, что я тот самый Рашид Загидулин, можно ли мне с ним переговорить? Слышу по телефону, он говорит, нет, юк. Нет, юк. Все. Тогда я сказал одну из ключевых фраз этой эпопеи. Я говорю, я человек молодой, настырный, буду звонить до тех пор, пока он не согласится. В конце концов, я услышал в трубке, я говорю, я хочу с вами поговорить, как у мэтра, спросить совета. Что-то там произошло. Через некоторое время он сказал мне, все, я согласен. Это был для меня, наверное, 2-й экзамен за мою жизнь. Когда я защищал диплом, это был 1 экзамен. Когда я ставил спектакль «Итиль Суа Катрор», это был 2-й экзамен. Потому что буквально 3 часа я объяснял Нурихану Фаттаху, какой я собираюсь поставить гениальный спектакль. Я говорил о музыке, о декорациях, о костюмах, об артистах. В конечном итоге он сказал, говорит, «Инерса турунда спектакль на кое макше буласу». О чем же ты спектакль собираешься ставить? Я говорю, она турунда. Про маму. Да. Ну, я рар. Потом молчит. Я говорю, сделаем так, Нурихан Абай. Я поставлю спектакль. Вы придете на прогон. И если вам не понравится, вы можете сказать, все, я запрещаю, и мы закрываем спектакль. Он говорит, курахмисалма? Я говорю, нет, не боюсь. В конечном итоге мы согласились, сказали, я рарал была хуй. Мы поставили спектакль, и уже ближе к прогонам стала приходить его супруга Руфина Ханум. Я смотрю, ей нравится. Ну и потом он не пришел на прогон. То есть они уже пришли на Он готовый пришел на спектакль. премьеру, да. Теперь надо перемешать. Ну и дальше мы с ним очень сильно подружились. С Нурихан Абой мы ходили в гости, мы общались. Он был очень интересный собеседник. Вот так вот он меня, что называется, проэкзаменовал. То есть это такой был первый серьезный экзамен, как главного режиссера, который, мне кажется, и помог вам в дальнейшем расти? Ну, наверное, там ведь еще происходили забавные вещи и с артистами, потому что они немножечко не привыкли к той форме, которая была заявлена в этом спектакле. Это был не бытовой спектакль, это все-таки эпическое полотно. И люди существовали без привычного для них реквизита, без привычных для них антуражей в виде домиков, которые стояли за спиной. А там еще была проблема большая. Буквально накануне у нас впервые было установлено электронное световое оборудование. И когда мы писали световую партитуру буквально до 5 утра со осветителем, потом я прихожу в 10 утра, не выспавшийся, но на прогон, появляется осветитель из световой будки и говорит, Рашид Галеевич, а компьютер всю программу стер. Вот тут началась истерика на самом деле. Помните, тогда это, видимо, только юношеский максимализм кричал во мне таким фальцетным голосом: не будет света, будет спектакль, не будет музыки, будет спектакль, не будет артистов, сам выйду сыграю. Но в результате все получилось хорошо, замечательно, спектакль вышел хороший, имел долгую прокатную жизнь. Говоря о диктатуре, ведь когда вы говорите о том, что кем должен быть в театре режиссер, диктатором или кем-то, я думаю, прежде всего он должен знать свою профессию, а уже из этого строить свои отношения и с артистами, и с другими работниками театра. Рашид Муллагалиевич, как вы думаете, самое время, наверное, переместить картошечку уже? Да, картошечку пора положить и успокоиться минут на 10. То есть пока перемешивать не надо? Пока не надо. И накрываем крышечкой? Накрываем крышечкой, и пусть оно у нас... Кстати, у нас остался еще кусочек мяса. Кусочек мяса, его надо сейчас порвать по волокнам. И так, а я пока порежу зелень. Нарезать зелень, да. Кыздырма
Мясо мелко нарезали и обжарили на хорошо разогретой сковороде. Морковь и репчатый лук нарезали и отправили к мясу. Приправили сушеным базиликом и куркумой, посолили, поперчили, добавили стакан кипяченой воды, накрыли крышкой и оставили тушиться. Далее картофель нарезали кубиками, добавили к мясу, добавили еще немного воды, накрыли крышкой и довели до готовности. Хорошо, осталось у нас еще время, и я бы хотел поговорить про молодежь. Нынешнюю молодежь театра Тинчурина. Молодежь сейчас, она отличается от той молодежи, которая была. В основном это теперь уже мои ученики. Потому что в 93-м году, опять же, к сожалению, покойный Раиский Ямович Беляев, тогдашний ректор Института культуры, предложил впервые в истории театра Тинчурина набрать курс целевой. И тогда, с этого периода, я начал свою преподавательскую Кстати, и деятельность. на секунду замечу, сейчас с нами не только главный режиссер, но и профессор. Спасибо. Поскольку был выездным театром же, Кучмя театра был, да. Когда мы выпустили «Итиль», народный артист Татарстана Халид Закирович Махмутов подошел ко мне и сказал, говорит, вот, Галеевич, вот сейчас бы, говорит, вот этот спектакль на выезд повести. Я говорю, Халид Закирович, как можно на сцене 40 с лишним человек? Самое сложное было перейти, конечно, вот с этого понимания передвижного театра на стационарные рельсы. Очень много хорошего было в передвижных привычках. Это мобильно, это здесь, сейчас, быстренько все организовываются. Если надо там ехать ночь, полночь, пожалуйста. Но был негативный момент, поскольку они в основном были все из разных бригад, то, соответственно, шло такое некое соревнование. Типа вот в этой бригаде спектакль лучше, а у этой хуже. А тут нужно было понимать о том, что все спектакли нашего театра, они не делятся по бригадному принципу. Вот это было немножечко сложно, особенно со старшим поколением. Но, тем не менее, со временем, буквально там, в общем, довольно короткий срок, все привыкли и поняли, что стационар – это немножечко другая психология и другое отношение к творчеству. Но, кстати, театр все равно у вас передвижной. Ведь сейчас гастроли ежегодные. Ну да, это спасибо нашим землякам, которые там живут, которые приглашают нас. И сейчас вот мы предполагаем гастроли в Германию, в город Бонн и Дрезден в рамках празднования 130-летия со дня рождения Карима Тинчурина. За более чем, практически 25 лет вы главный режиссер театра. Насколько сильно поменялся репертуар? Но он стал разнообразнее. Ну, в принципе, я к этому и стремился изначально, потому что понятно, что одним из любимых жанров нашего народа, нашего зрителя, это комедия и мелодрама. Да, никуда от этого не денешься, но, тем не менее, мы пытаемся ставить разные спектакли. Я помнится, когда в свое время мы ставили «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» или ту же самую «Мамашу Кураж», говорили, зачем это надо, кому это надо, кто это будет смотреть. Смотрят. В любом случае. Мясо у нас готово, и мы его сейчас перекладываем в бульончик, в наш суп. Прошу. Это последний ингредиент. Здесь у нас картошечка, полба, лук и морковь. Да. Ну и по желанию перец. Ну и есть у меня все-таки еще один вопрос. Вот кроме пьесы, последней пьесы, которая называется, что еще ждет зрителя, который любит и ходит в театр Тинчурина? Сейчас репетирует пьесу Хайва Хита «Спрятанные следы» наш молодой режиссер Резида Гарипова. Ну и предполагается, что до Нового года у нас будет выпущен еще один спектакль «Гульшаян». Очередной сезон обещает быть очень интересным. Приходите, будет весело. Да. А у нас сейчас, дорогие друзья, вкусный финал. Будем пробовать оба блюда. Суп с полбой. Мясо отварили, бульон процедили, поставили на огонь и довели до кипения. Картофель и морковь нарезали и запустили в бульон. Затем туда же отправили и заранее замоченную полбу. Мелко нарезали репчатый лук, а отварное мясо разделили на волокна и отправили в казан. Посолили, поперчили и довели до готовности. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте, фотографируйте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно, не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Какой прекрасный стол. Мой самый любимый момент программы. Бульончик. Я пробую. Очередная премьера Рашида Мулугалиевича прошла на ура. А сейчас второе отделение. Прошу. Жаркое. От Загидулина. Кстати, хочется отметить персонажей Куркума и Базилик, которые прекрасно сыграли в этом кулинарном спектакле. Очень вкусно.
Рашид Мулгалевич, вам еще раз бигзур рахмет, большое спасибо за эту чудесную кулинарную постановку. Все очень вкусно. Сейчас я попью вкусный ароматный чай с нашего нового самовара. А вас и вашу труппу я поздравляю с началом нового 84-го театрального сезона. Приглашаю всех на спектакль театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Ждем вас. Приходите, будет весело. И, кстати, там есть буфет. Есть. Значит, и вкусно. И есть прекрасный буфет. Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас на канале ТНВ. Пока-пока.